Это новости экономики на Якутии-24, в студии Иван Лазаренко. Правительство России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести новую модель и прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне, заявила министр просвещения России Ольга Васильева. По ее словам, ведомство в настоящее время стремится к тому, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей расходовались на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю, и только оставшиеся 30% на различные надбавки. Такие рекомендации регионы получают каждый год, но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты, сообщила Васильева, отметив, что далеко не все регионы эту пропорцию 70/30 соблюдают. Министр подчеркнула, что нередко зарплата учителя в отчетах губернаторов достигает средней по региону только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работая на 1,5 ставки и больше. Чиновники готовы обсудить и повышение нижней планки размера пособий по безработице до прожиточного минимума. Это может произойти на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, координирующей Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, заявили, что вопрос могут рассмотреть в течение 2020 года при инициативе профсоюзной стороны. На сегодняшний день нижняя планка пособия по безработице составляет 1500 рублей, а прожиточный минимум составляет около 12 тысяч рублей. Нынешний уровень пособия слишком занижен и не обеспечивает даже элементарного выживания, но предложений по верхней планке пока нет. Чтобы настолько увеличить выплаты, нужен многолетний переходный период, либо стоит возродить существовавший в России до 2001 года Государственный фонд занятости населения, куда граждане будут направлять часть зарплаты на случай потери работы, считают эксперты. Но стоит учесть, что число зарегистрированных на бирже труда россиян в связи с увеличением пособий может вырасти. Большинство крупнейших банков отказались от выдачи кредитов в магазинах из-за неконкурентоспособности. Получение займа перестает быть спонтанным решением, поэтому люди выбирают другие варианты. Товарные кредиты стоят дорого и не выдерживают конкуренции с обычными кредитами, потребительскими или с кредитными картами, заявляют эксперты. В 2019 году только 3 банка, входящие в топ-30, оформляли кредиты в магазинах. Это Тинькофф, Почта-банк и Хоум Кредит Банк. При этом в Центробанке отмечают, что рисков по товарным займам у банков меньше. В 2019 году доля просроченных платежей по ним была на уровне 4,2%, а по кредитным картам вдвое больше – 9,4%. Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Так, скидку в 10% на все свои автомобили предоставят компании «АвтоВАЗ», «УАЗ» и «Датсун». На неполный модельный ряд «Рено», «Ниссан», «Шкода», «Фольксваген», «Киа» и «Хёндай». Отмечается, что в настоящее время трудно выполнять условия участия в программе относительно ограничения стоимости автомобилей. Это связано с постоянно растущими налогами и сборами. Напомню, программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» действовали с 1 января 2018 года. Они давали определенным категориям россиян скидку 10% от стоимости машины. Жителям Дальневосточного федерального округа могли уступить 25%. Первый вариант предназначался для семей с 2 и более несовершеннолетними детьми. Второй был доступен любому совершеннолетнему россиянину. Социальные программы возобновили в марте 2019 года. В Узбекистане появился новый способ оценки инфляции. Теперь в республике будут регулярно подсчитывать индекс плова по аналогии с индексами Биг Мака или Оливье. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по статистике. Плов как мерило инфляции выбран не случайно. В ведомстве пояснили, что для определения динамики цен на продукты питания необходимо взять такое блюдо, в состав которого входило бы несколько видов наиболее популярных ингредиентов. Чтобы рассчитать новый показатель, в Госкомстате Узбекистана составили перечень ингредиентов для приготовления плова по стандартному рецепту, в который вошли 700 граммов говядины, килограмм риса, килограмм моркови, 100 граммов гороха, 300 граммов лука, 50 граммов изюма, 300 граммов растительного масла с добавлением по 10 граммов соли и специй. Госкомстат планирует регулярно анализировать изменения стоимости 1 килограмма плова и обнародовать эти данные через равные промежутки времени. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.